из разного рода старейшины и уважаемые люди. Умару Богатыреву не раз по долгу службы приходилось стоять на этом месте и рассказывать историю о том, как Ингушетия вошла в состав России. Этот барельеф первым встречает всех гостей мемориала памяти и славы. Он будто символизирует одну из больших глав богатой ингушской истории. Бос это означает холм согласия, так как именно на этом холме селение Ангуш, рядом с селением, находится это место. Там до сих пор вокруг стоит лес, а именно на этом поляне, где подписали соглашение, ничего не растет, ни дерева, ни травы, просто чистый такой газон, как поляна. Если барельеф, иллюстрирующий акт присяги, видели многие, то сам склон Бартобоси всегда оставался у многих современников лишь в воображении. Поэтому Комитет по туризму Ингушетии решил организовать туристическую поездку в село Ангушт и показать историческое место. До него от Насыркорта через Северную Осетию путь оказался не близким, около часа езды. Достигнув Ангушта, первого поселения, основанного ингушами на равнине, группа устремляется навстречу горам, чьи ровные углы придают каменным великанам вид нарисованных декораций. Миновав реку Камбелеевка, дальше путь преодолевают пешком. Точно так же, больше почти 2,5 века назад целые тейпы шли навстречу к единению с Россией. На окраине селения Ангушт, наконец, можно заметить и сам склон. Видите, везде деревья, а наверху снег лежит, открытая поляна. Вот именно вот это местечко и называется Бартобос. Внизу, подножие него, и было вот это все мероприятие происходило именно здесь. Ребятам повезло, эта местность сегодня не скрыта туманом. Наоборот, Бартобоси весь в снегу, что выделяет его даже на таком дальнем расстоянии. Здесь нет памятников или других отличительных знаков, лишь сам склон, свидетельствующий о давно минувших событиях. И еще сильнее осознание, что именно здесь свершилось то, что изменило историю ингушского народа. Дорога выдалась, конечно, не совсем гладкой, но это того стоило. То есть вот все, что нас окружает, это поистине очень красиво, и пейзажный вид очень вдохновляет, такая обстановка вокруг. О предстоящей экскурсии Мадина Зангиева узнала в социальных сетях. Она, не раздумывая, отправилась в поездку, прихватив с собой фотоаппарат. Любитель фотоискусства посчитала себя обязанной запечатлеть эти места, чтобы затем показать их широкой массе ингушей. Ведь немногим повезло здесь оказаться. То есть осознание того, что вот уже они новая держава, то есть они входят в великую державу, для них это многое значило. И сегодня мы должны понимать, что им трудно далось это решение, они очень долго, наверное, над этим думали. И увидеть это место для меня лично это прожить тот момент, который проживали эти люди, проживали наши предки. Туристическое ведомство посвятило эту поездку 247-летию вступления ингушей в состав России. По абсолютно новому историческому маршруту Комитет туризма теперь рассчитывает возить экскурсантов и туристов намного чаще, не дожидаясь праздничного повода. Залина Могушкова, Джамалил Тамасханов, Новости 24.